В городе Тузла, что на севере Боснии, произошли стычки с полицией участников протестов против политики местных властей. Работники расположенной здесь государственной машиностроительной фабрики заявили, что им не выплачивается полностью зарплата в течение уже 6 или более месяцев. Они потребовали от местного правительства не позднее 4 июня как погасить эту задолженность, так и заключить с ними новые трудовые контракты. Кроме того, протестующие пригрозили разбить лагерь перед зданием правительства региона и оставаться в нем до тех пор, пока не удовлетворят их требования. В городе Джалалабад на востоке Афганистана силы безопасности окружили здание одного из управлений полиции после ночной стычки здесь с боевиками-талибами. По заявлению властей, оно было захвачено после того, как террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, врезался в ворота полицейского управления. В результате этого взрыва и последовавшей за ним перестрелки не менее 5 боевиков были убиты. Среди полицейских 9 раненых. В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана группа женщин организовала 31 мая акцию протеста после того, как мужчины помешали им принять участие в голосовании на выборах в местные органы законодательной власти. Они состояли здесь накануне и сопровождались не только столкновениями, но и случаями, когда женщин не допускали на избирательные участки. В результате несколько протестовавших были госпитализированы. В целом не менее 20 человек погибли здесь в столкновениях и инцидентах, сопутствовавших местным выборам, включая взрыв гранаты на торжествах победителей. Жители столицы Киргизии, Бишкека, целыми семьями пришли отметить Международный день защиты детей. Для детей были организованы аттракционы и различные игры, а благотворительные организации собирали средства для детских приютов страны. День защиты детей отметили и в столице Армении. Перед зданием национального парламента в Ереване для детей были организованы представления с песнями и танцами, в которых они могли принять участие. К семьям горожан присоединились на праздновании спикер парламента Галуст Саакян и другие законодатели.